Добрый день, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так». У Лейлы, я надеюсь, у вас все хорошо. У нас тоже, алхамдулилlah, все нормально. Погода сегодня очень хорошая. 3 дня, конечно, было очень холодно. Температура была 13-15 градусов. Было немножко некомфортно, можно сказать, потому что с 40 градусов резкий перепад. Ну, ничего, с этим мы тоже справились. А сегодня уже хорошо, тепло. Ну, я не знаю точно сколько градусов, но комфортно, не холодно, самое главное, и не жарко, и не холодно. Алхамдулилlah, Всевышний с нами очень хороший. И, друзья, я, пользуясь случаем, что сегодня вышла, ну, снимаю ролик, но он зайдет не сегодня. Сегодня уже загрузился другой ролик, в котором я готовила куриную пиццу на заказ. Ролик снят еще 2 дня тому назад. Так, это было, я вам скажу, в воскресенье, если где-то в понедельник снят заказ. Ой, да, в понедельник снят ролик, но сегодня четверг, выпускается только сегодня. Просто не было времени и конвертировать, и выпускать. Сегодня у меня поставлен, друзья, эфир. Я надеюсь, я успею все-таки до эфира. У меня очень много делов. Планировала с утра все это сделать, но с утра как-то тоже не получилось. Пока все, что нужно по хозяйству, накормить, убрать, а потом уже и сразу же только почистила болгарский перец, морковочку, снова пришлось готовить обед. Хотя обед мне готовить не надо было, только разогреть, но отварила галушки сделала. У меня была курочка, был наша подлива, берх картофельная, но не было галушек. Галушки были в заморозке даже. Короче, отварила галушки, мы только пообедали. Прибежал внук, его покормила, убрала посуду, навалом ее, короче говоря. И все, вот теперь снова заступаю, подмела там под навесом. Подготовку я еще вчера сделала. Пропустила помидоры и просто один раз их вскипятила минут 15-20, чтобы они не пропали, чтобы томатный сок не пропал. И мне нужно начинать делать заготовки, потому что ничего у меня не сделано, кроме, ну, ничего не сделано, сказать неправда, какие-то варенья, компоты сделаны и посоленные огурчики. Ну, а теперь сезон помидор. Нужно сделать и аджику, и кое-какие салатики, и, конечно, нужно посолить помидоры. Салаты в этом году, как и в прошлом году, делать много не буду, понемножечку, чтобы просто были. Мы, люди нашего возраста, все-таки привыкли еще к заготовкам, привыкли, чтобы у нас все было в кладовках да подвалах. Нынешняя молодежь, может быть, и не делает эти заготовки, закупорки, как говорится, но лучше пусть будет, чем не будет. В любой момент, в принципе, это большое подспорье, все хозяюшки это знают, что не всегда бывают деньги, и отварил картошку, достал какую-нибудь баночку соленья, это уже ужин, обед, по-любому голодными не будем. Кто его знает, да? У меня мама всегда, всю свою жизнь, сколько я помню себя, когда она была хозяйкой у себя, всегда у нее были запасы всего, друзья, всего. И всех круп. Вот в те времена же, в принципе, да, вот, ну, у нас бывали времена местами, когда вот только и по талонам, ну, моего возраста люди все это знают, и кто постарше, тем более. Но вот люди, пережившие голод, все-таки, наверное, я как такового ни голода, ни такого так прям вот, чтобы что-то мне не хватало, такого не видела. Я не скажу, что мы, конечно, шиковали, но чтобы мы оставались, и нам нечего было есть, такого не было. Чтобы не то, что нечего было есть, а не было разнообразия в еде. Что я маленькая жила, что и мы сами себе жили. И вот, друзья, мама всегда, опять у меня разговор пошел, жалко, мне надо было, когда я чищу, это делать и разговаривать, ну ладно. Мама всегда покупала впрок всего, и всегда это меняла. Все крупы, мука, сахар, бобовые, все, масло растительное, все хозяйственные вещи, все, что нужно, она тоже сезонный работник, как и я, и она всю жизнь летом это заготавливала примерно на полгода, на год.
Это все потом менялось. Если там не закончено, то быстрее это, что закончится, заканчивалось, новое подкупалось, но все время у нее был запас. Еще раз хочу вас всех поблагодарить. А еще, если получится, конечно, в прямом эфире, всех моих подписчиков. Я вам безмерно благодарна. Нас уже 50 тысяч. Открывая канал, конечно, я не думала, что нас будет так много, что у меня что-то получится. Честно вам скажу, было много моментов, когда я думала, нет, все, я больше не буду снимать, я больше не буду работать. Но благодаря вам я не бросаю канал, потому что в действительности были такие какие-то комментарии. В первое время я вообще не могла с ними справиться. Сейчас я хоть и оправдываюсь, хоть и... Ну, я не оправдываюсь перед ними, я просто хочу до этих людей донести, что это не так, как они думают, но до этих людей не донесешь. Все равно они остаются при своем, поэтому я понемножечку учусь не отвечать таким людям, постараюсь, конечно. Но все-таки когда я открывала канал, я не думала, что будет так сложно. В принципе, обычно, когда я что-то делаю, я очень долго думаю, я много взвешиваю, стараюсь вот за, против, с кем-то советуюсь. Особенно я советуюсь в большинстве случаев, что бы там у меня не происходило, со своим сыном. Особенно вот со сыновьями, но вот с одним из моих сыновей, со вторым моим сыном я всегда советуюсь. А когда я открыла канал, я не посоветовалась ни с кем. Я его открыла просто так, спонтанно, друзья. Вышло я увидела несколько роликов каких-то, вот не буду говорить кого, чего, как. И мне тоже захотелось, думаю, ну я тоже это могу показывать, снимать. И начала показывать, показывала, снимала, удаляла, снимала, удаляла. Я же не знаю, что и как делать. Сыновей моих старших не было дома обоих, был только младший Ибрагим, наш администратор, которому, да, друзья, вчера исполнилось 20 лет. Это я даже как-то вчера действительно исплакнула, потому что это уже такой возраст, он уже вырос. А у нас он перед нами, он еще совсем мальчик, потому что он такой вот у нас самый маленький, такой с детства излюбленный, залюбленный, перелюбленный даже, можно сказать. И в нашем понимании, особенно в моем понимании, в понимании моей мамы, он у нас еще маленький мальчик, а он уже, в принципе, уже взрослый парень. Вот так вот, друзья, и спасибо. Я просто не успеваю вот эти вот. Я обязательно, конечно, постараюсь отвечать на ваши комментарии. Я понимаю, что это с моей стороны очень некрасиво. По мере того, как я могу, я отвечаю, но сами понимаете, осенью столько дел, что я просто не успеваю отвечать на эти комментарии. Большое вам спасибо и за то, что вы поздравили Ибрагима с днем рождения, и за то, что вы действительно подписаны на мой канал, что вы со мной, что вы мне пишете такие комментарии, от которых действительно просто замирает душа, от которых просто бегут мурашки по коже, настолько это приятно. Я вам действительно безмерно, безмерно благодарна. Я всех вас уважаю, всех вас люблю. И действительно, читая ваши комментарии, хочется дальше работать, хочется снимать, что бы там ни было, как бы там ни было. Конечно, каждый день иногда не получается, вы это понимаете, но как могу, так я и стараюсь для вас снимать. И постоянно целый день хожу в голове, ну, надо же снять, надо же снять. И поэтому иногда происходит даже спонтанная съемка, чтобы вот, ну, давай-ка я быстренько сниму то, что раз у меня есть, что-то у меня получается. Вот как-то так, друзья, не знаю. Получилось, как всегда, у меня сумбурно, как всегда, спонтанно. Даже не хотела ничего говорить, просто хотела показать, что я собираюсь сейчас сделать. Но с одного на другое перепрыгивая, вот так вот и получилось. Ну все, друзья, болтать, разговаривать дальше я не буду. Значит, я сказала, что вчера у меня стоит перекрученный томатный сок, стоит уже готовый. Ну, обязательно его готовить не надо было, можно было бы сейчас сразу перекрученные томаты, болгарский перец, морковочку я туда еще кидаю. Это аджика. Делаю аджику, в этом году буду ее делать побольше. В прошлом году я ее делала очень даже много, но моей семье, мои мальчики едят в основном только аджику.
Очень редко они могут поесть там или лечо, или старший сын любит помидоры в собственном соку и любит фаршированный перец. Вот для него я сделаю там, ну, может быть, по 10 баночек для него и для, если кто-то там придет или еще что-то. Иногда и мы сами тоже, конечно, можем это сделать. Понемножку всего сделаю, что я обычно делала, да. Но раньше, конечно, я их делала очень много и делала даже на продажу. Были такие времена, что у меня кладовка была заставлена ящиками. Раньше были ящики такие деревянные из реек, куда клали яблоки, продавались. Вот эти ящики в 4, в 5, в 6 рядов, заполненные банками, стояли у меня в кладовке, которая у меня где-то 3 на 4 или 3 на 3, по-моему, такая вот кладовка. И всю зиму мы их продавали. Это было тоже большое подспорье. Летом я их заготавливала, а всю зиму мы их продавали. И летний сезон у нас заканчивался. Многие знают, может быть, не все знают, что я раньше занималась тем, что арендовала землю, сажала картошку, сажала кукурузу гектарами, сажала также огурцы, и мы это все продавали свою продукцию, продавали продукцию, которую мы привозили из других регионов, чтобы был полный ассортимент. И поэтому, можно считать, мы были сезонными работниками. Также мои мальчики работали на стройке, это тоже, получается, сезонные работники. Вот. И поэтому, когда заканчивался сезон и уже заканчивались наши доходы, у нас уже начинались потихонечку продаваться наши соленья, и это уже было тоже как бы, да, вот мы уже держались на плаву до следующего сезона и накапливали даже денежку какую-то, чтобы посадить уже что-то новое. Ну, вот так вот, друзья, поговорила с вами, да, получается. Вообще-то хотела поговорить еще о том, вчера еще девочкам своим сказала, что вспомнила, всплакнула про Ибрагима. Ну, это, наверное, как-нибудь в следующем ролике я вам расскажу, потому что о чем-то рассказывать тоже надо. И я поняла, что вам мои рассказы очень даже нравятся, что вы на них откликаетесь. Огромное вам спасибо. А сейчас все-таки да, больше я не буду вас задерживать разговорами. И у меня времени мало, потому что 8 часов у нас поставлен эфир, а у меня очень много еще дел. Мне нужно и помидоры постараться посолить. И сейчас быстро поставлю аджику. Перекручу сейчас болгарский перчик